Здравствуйте! Сегодня гость нашей студии, директор заповедника Хакасский Виктор Непомнящий. И мы поговорим о том, как 2017, этот знаковый для себя год, собираются отметить люди, которые призваны защищать природу. Здравствуйте! Добрый день. Итак, какие новые проекты у вас планируются в этом году? 2017 год, он для нас знаковый, не только потому, что это год экологии. 100 лет назад был организован первый в российской, тогда царской России, заповедник. Поэтому все заповедное сообщество и вся страна отмечает столетие заповедной системы. И в этот юбилейный год у нас большое количество мероприятий, как регионального уровня, это и акции, и флешмобы, конкурсы, так и федерального уровня. В рамках программы «Года экологии», подписанной премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, мы организуем ряд мероприятий. Самое интересное. Самое интересное, их достаточно большое количество, но среди наиболее крупных, совместно с правительством Республики Хакасия в сентябре состоится Всероссийский детский экологический форум. В республику приедут более 300 ребятишек со всей страны. Будет организовано 5 площадок, на которых будут организованы эколого-просветительские мероприятия, тренинги, семинары, такое общение. Аналогичные проекты, они проходили в Артеке, в океане. И здесь я надеюсь, что мы справимся с этой задачей и совместно с правительством, и активно уже начали прорабатывать этот момент. Другие знаковые мероприятия крупные, это совместно с бизнес-сообществом и с общественными организациями, как фонд «Страна заповедная», например. Это заповедные смены России. Часть из них они будут проходить по всей стране, в том числе и в Хакасском заповеднике. Вот недавно были в Саяно-Шушенском. Мероприятия, связанные в республике, будет проходить финал конкурса «Лучший по профессии» среди инспекторов заповедников и нацпарков Российской Федерации, где инспектора будут состязаться. Далее у нас будет региональный этап всероссийского конкурса «Лес Победы». Это акция проводится совместно с Минприроды Республики Хакасия и много-много других мероприятий. Кроме того, для жителей республики мы приготовили несколько приятных сюрпризов. Во-первых, в феврале мы открываем обновленную экспозицию Музея природы в городе Абакане. И в июне месяце мы открываем Музей природы под открытым небом. Деревня предков на участке Аглахты заповедника Хакасского. Вот пока, если кратко, такие мероприятия. Плюс волонтерская акция состоится. У нас 360 минут, в которой будут принимать участие не только Хакасия, но и практически пол нашей страны. Но она традиционная, будет самая масштабная за всю историю. А вот жители республики как-то могут поучаствовать в ваших акциях, в ваших проектах? Они не просто могут, они будут принимать участие. У нас традиционно налажены партнерские отношения с Минобразования, с Центром детского творчества. И в этом году, конечно, основной упор будет сделан на молодежь и на детей, но и взрослое население может принять участие. Плюс ко всему у нас в районах, это в Ширинском и Таштыбском районах, работают общественные объединения, люди объединились. Это клубы друзей заповедников Хакасского. Дальше наши партнеры. Я надеюсь, и средства массовой информации подключатся. В целом, только по крупным мероприятиям у нас стоит план, и я уверен, что мы с ним справимся. Не менее 10 тысяч человек только по крупным акциям и мероприятиям будут принимать участие в заповеднике Хакасском. А что людям нужно будет делать? Это всевозможно. Это участие в конкурсах, это волонтерские мероприятия, связанные с очисткой берегов, да? Это различные участия в выставках, участие, такая эколого-просветительские мероприятия. Всевозможное. То есть проявить, наша задача обратить внимание на вопросы экологии, на вопросы охраняемых природных территориях. Я думаю, что неравнодушных людей достаточно много, и сознательность жителей Хакасии, как мне кажется, в последние годы увеличивается. Поэтому я надеюсь и, пользуясь случаем, всех приглашаю принять участие. Официальная информация будет у нас на сайте размещена. Но вот помимо экологического просвещения, какие для вас, для сотрудников заповедника Хакасский, еще есть актуальные проблемы, решение которых, возможно, будет как раз в этом году объявленным годом экологии?
Ну, вы знаете, тут пока сложно сказать. Я, наверное, вот о проблемах, не хотелось бы, конечно, в юбилейный год о проблемах, но они есть. И, конечно, мы поднимаем и вносим законодательные инициативы. Какие проблемы, на мой взгляд, на сегодняшний день они актуальны? Они, в первую очередь, связаны природоохранные. Да? Первая проблема, это она традиционная, из года в год, связана с резким скачком количества нарушений в летний период. Опять-таки, это объясняется ростом количества туристов, приезжающих в Ширинский район. Там численность населения увеличивается в разы, и это для нас проблема. Будем надеяться, что нам увеличат штатную численность, и мы сможем более, значит, плотно охранять наши озера. Это Иткуль и Белё, напомню, это заповедные участки. Да, часть Белё и Иткуль, и часть озера Шира — это заповедные участки, и население, если с местным населением с Республики Хакасия у нас более-менее как бы уже налажено взаимодействие, и люди знают, то приезжающие не всегда знают, и мы вынуждены здесь. Вторая проблема, она природоохранного плана. Мы держим руку на пульсе, но она вызывает озабоченность. Это связано она с незаконным промыслом кабарги, петлевым промыслом. Это варварский, абсолютно ужасный способ добычи, в результате которого в петли попадают виды, занесенные в Красную книгу. Эта проблема актуальна не только для Хакасии, для всей Сибири, для всей страны. Я могу сказать, что по статистике, по Российской Федерации, жертвы снежный барс, как жертва от рук браконьеров не от пули, а именно от петель. И это большая проблема. Мы выходили с законодательной инициативой. Надеюсь, что она и в Государственной Думе будет поддержана. Плюс в Государственной Думе рассматриваются меры по ужесточению законодательства в части нарушения режима охраны заповедников и национальных парков. И еще одна, наверное, природоохранная проблема, но здесь уже процесс пошел, связана с незаконной ловлей соколов. Она для Хакасии актуальна и для заповедника. У нас ежегодно это фиксируется. Сейчас вот эти нарушители уходят на восток, Забайкальский край актуализировалось. Минприроды России уже выступила с инициативой, часть уже принята поправок в законодательство, были ужесточены меры, значит, в части уголовной ответственности. Увеличены штрафы, почти под 1 миллион штрафов, и я надеюсь, это каким-то образом повлечет. Вместе с тем, вот если говорить этой проблемы, то одних лишь действий заповедника и Комитета по охране объектов животного мира вот в части соколов явно недостаточно будет. И мы не справимся с этой проблемой, уж слишком большое там желание. Здесь необходима помощь всех нас и местных жителей, в первую очередь, в местах традиционных гнездования. Нужно помнить, что если мы этот процесс не остановим, мы очень быстро потеряем вид, который будет очень долго восстанавливаться. Понятно, что жажда какая-то определенная, так сказать, она у них есть, вот, и порой мы это знаем. Жители вступают в такие преступные сговоры и помогают нарушителям. Но вместе с тем нужно помнить, что и ответственность ужесточилась, и все-таки хотелось бы, чтобы сознательность усиливалась, и шли бы на поддержку не просто для того, чтобы птички летали, а для того, чтобы хотя бы, так сказать, видовое разнообразие для наших детей и внуков сохранить. Но вот наказание за ловлю краснокнижных птиц и животных, оно ужесточится в этом году или оно уже ужесточилось? По отдельным направлениям оно уже ужесточилось. В отдельных направлениях сейчас в законодательстве находятся поправки в Госдуме на рассмотрение. Мы надеемся, что они будут приняты. В целом, вот за время существования заповедника Хакасский, как меняются приоритеты в работе инспекторов? Вот сейчас много ли у вас нарушителей? Нет, ну, нарушители, они всегда у нас, их много. Если вот именно нелегальных охотников? По-разному сокращается. У нас сейчас ведь добавили участок заказник Позарым, и здесь увеличилось количество, да, но оно со временем, традиционно, со временем, когда режим, чем дольше находится режим особой охраны, тем количество нарушений уменьшается. А то, что говорить, если говорить о приоритетах инспекторов, вы знаете, у них приоритеты были как в царской России, как в советской, так и в современной. Один приоритет – это охрана природы. А вот требования к инспекторам, они меняются. И меняются очень существенно. Они продиктованы жизнью. Вот если говорить вот в этом направлении, кто такой современный инспектор, кого бы мы хотели видеть, и я надеюсь, что в ближайшие 10 лет мы к этому дойдем. Современный инспектор – это замотивированный человек. Современный инспектор – это образованный человек, который может иметь какие-то образования, в том числе юридически, может составить грамотный протокол. Человек физически подготовленный, человек со знаниями биологии, который знает повадки зверей, может прочитать следы зверей, умеет ориентироваться в лесу и так далее.
далее. Человек, который разбирается в технике. Мы вот в этом году будем усиливать свою группировку беспилотных летательных аппаратов. Этим занимаются инспектора. Квадроцикл, снегоход, лодка, квадрокоптер, антибраконьерские комплексы. Это высокотехнологичные вещи. А что вы с беспилотниками будете делать? Осмотр территории, учетные работы в этом году планируем, а также использовать интересные кадры для просветительской работы. Вот. И современный инспектор принимает участие в первичных научных исследованиях, в работе с средствами массовой информации. Поэтому как бы жизнь, она заставляет нас вот в разных направлениях работать, а приоритет он один – это охрана природы. И в завершение у меня такой вопрос по одному из ваших самых знаменитых участков. Это Аглахты. Известно, что сейчас ведется работа по включению этого памятника в список наследия ЮНЕСКО. На каком этапе эта работа? Все ли получается? Процесс включения, он очень долгий и многоэтапный. Я вот, если коротко сказать, то можно разделить на два больших этапа. Мы неимоверными скачками прошли первый этап. Это подготовка номинационной заявки. Это в основном согласование со всеми профильными комитетами, ведомствами, Минкультом России, Минприроды России, Министерством иностранных дел. И мы практически за год подготовили эту номинационную заявку. И сегодня на официальном сайте ЮНЕСКО, он, правда, англоязычный, мы прошли этот этап за год. Обычно 2-3 года на такое время. Теперь второй, наиболее сложный этап – это работа в поле, это картирование, это привлечение экспертов, заключение, так называемая подготовка номинационного досье. Мы не будем тоже затягивать с этим, и я надеюсь, что в самое ближайшее время мы уже приступим к подготовке этой. И тогда уже, собственно говоря, от нас мало что будет зависеть, когда мы подготовим две этих вещи. Вот два этапа. Дальше принятие решения. Как правило, номинационное досье готовится 5-6 лет. Я думаю, что мы справимся быстрее. Времени у нас нет. Хотелось бы такой объект получить в Республике Хакасия. Ну, 5-6 лет, а вы на сколько рассчитываете? Ну, сейчас у нас будет собираться рабочая группа. Что мне эксперты, во-первых, скажут? Насколько там необходимо картирование, дополнительное изучение? Ну, минимум, наверное, 2-3 года. Но надо и ориентироваться на 2-3 года, потому что работа в поле, плюс участок, он достаточно хорошо исследован. То есть надо сейчас доказательную базу собрать о важности и ценности. Вот. Это все, соответственно, перевести. Плюс мы планируем на следующий год пригласить уже экспертов из ЮНЕСКО, чтобы они сами посмотрели на этот объект, насколько он достоин. Я думаю, он вполне достоин. Я желаю, чтобы все ваши планы осуществились, чтобы у вас все получилось, и не только в этот год. Спасибо. Спасибо. Спасибо.